Здравствуйте. Презентация на тему тепловой защиты здания. С вами преподаватель, кандидат технических наук, доцент Хужаев Парвиз Сайдухфронович. Задачи теплозащиты здания. Задача обеспечения комфортного температурного влажного режима. Задача решается двумя способами. Первый способ – это создание такого архитектурно-планировочного и конструктивного решения здания, которое обеспечивало бы минимальные теплопотери и максимальное поступление тепла от солнца зимой и минимальное теплопоступление в здание в летнее время. А второй способ – это оборудование здания современными надежными системами отопления, вентиляции и охлаждения воздуха. Инженеры, строители и архитекторы занимаются проектированием здания и их конструкции, решая таким образом эту задачу первым способом. Однако от того, насколько качественно эта задача решена, зависит энергоэкономичность работы инженерного оборудования. Комфорт температурно-воздушной среды зависит от следующих факторов. Температура внутреннего воздуха, температура внутренних поверхностей ограждающих помещения, тепловая инерция, накопление тепла ограждающих конструкций помещения, относительная влажность воздуха в помещении, движение воздуха, деятельность человека. В зависимости от ощущения комфорта от помещения, от температуры воздуха и средней температуры поверхности ограждающих помещения. В этом слайде показано основные потоки тепла, которые учитываются при тепловых расчетах конструкции. Ощущение комфорта в помещении зависит от температуры воздуха и средней температуры поверхности ограждающих помещения. Источник тепла. Источники тепла можно разделить на природные и искусственные. Природные – солнечная энергия, например, солнечные коллектора, в которых солнечным теплом нагревается вода, используемая для отопления горячего водоснабжения. Вторая – вода, обладающая тепловой емкостью, например, воздух, тепловой насос воздух-вода, земля, тепловой насос земля-вода, ветер, ветровой электростанции и третий – отход сельскохозяйственного производства. А еще мы сказали, что там у нас получается природное и искусственное. При искусственном это механическое трение, химический уголь, нефть, газ. При сжигании их мы получаем энергию, энергию тепла, электрическая электроэнергия и атомная ядерная энергия. В этом слайде показаны факторы, влияющие на теплозащиту здания, общие факторы. У нас получается 9 факторов, которые мы должны учитывать при проектировании здания. Значит, у нас получается первое, обязательно в порядке мы должны учитывать климат местности, значит, теплоизоляция ограждающих конструкций, тепловая инерция ограждающих конструкций и так далее, которые мы сейчас увидим в этом слайде. Обязательно в порядке мы должны учитывать это все факторы, которые здесь указаны. В этом слайде показано виды теплопередачи. Теплопроводность, конвективный теплообмен между потоками жидкости или газа и поверхности твердого топлива. У жестких материалов передача тепла от молекулы к молекуле. В металлах это усиленная потока электронов. Чем выше электропроводность металла, чем больше его теплопроводность. В этом рисунке 24 показана теплопроводность. Первое, железный гвоздь нагревается сильно, а второе, это дерево нагревается намного слабее. Конвекция. Совместный перенос тепла, излучением и конвекцией. Тогда как при теплопроводности молекулы вещества относятся на месте при конвекции, тепло переносится потоками частиц теплоносителя, жидкости или газа. Вода циркулирует в трубах и батареях водяного отопления. Нагретых частиц воздуха поднимается от батареи кверху, нагревают других частиц воздуха, а сами теряют тепло и снова у батареи получают следующие порции тепла. Так работает система водяного отопления. Количество тепла, передаваемого конвекцией. В этом рисунке показано все, что мы говорили. В этом слайде показано количество тепла, передаваемого радиацией. Радиация это осуществляется за счет распространения электромагнитных волн.
ограждающей конструкции при защите теплового потока. Защитой потока тепла через ограждающие конструкции можно считать, когда зимой постоянно работает центральное отопление, и температура наружного воздуха не меняется или меняется незначительно в течение 5 суток, более суток. По понятиям термодинамики, ограждающая конструкция – это открытие системы, обменивающимся со средой, с окружающим воздухом энергией, значит теплообмен, и веществ и влагообмена. Направление потока тепла всегда от более теплой поверхности к более холодной. Теплопередача и нестационарных условиях и теплоустойчивость ограждающих конструкций часто происходит, имеет дело с изменяющимися температурами. Колебания температуры днем и ночью, особенно в осенне-осенний период, периодически действующие печные отопления, изменением наружных зимних температур. Если температура в помещении резко меняется, сразу вслед за изменением температуры наружного воздуха или сразу после прекращения работы отопления, то говорят о брачном микроклимате в помещении. Свойства ограждающей конструкции сохраняется, относительное постоянство температуры на внутренней поверхности при изменении потока тепла называется теплоустойчивостью. Особенно важно учитывать теплоустойчивость в летних условиях, когда наружная поверхность ограждающей периодически нагревается солнцем. То, что вместе с высокой температурой наружного воздуха вызывает прогрев ограждения и повышение температуры в помещении. В этом слайде показана схема затухания температурных колебаний внутренней однородной конструкции и тепловой инерции стены с внутренним и наружным расположением утеплителя. Наиболее теплоусвоение имеет материалы с большой теплоемкостью. Требования по теплозащите здания в целом. В этом листе показано все, что необходимо для теплозащиты здания в целом. Нормами установлены при показателе тепловой защиты здания, например, энергетический, санитарно-гигиенический, удельный расход тепловой энергии в отоплении здания. Требования тепловой защиты здания будет выполнено, если в них будет соблюдены требования показателей А и Б, либо Б и В. С целью контроля соответствия нормируемых показателей на разных стадиях создания и эксплуатации здания следует заполнить энергетический паспорт здания, форма которого приведена в СНИПах. Значит, энергетический паспорт здания должна содержать общую информацию о проекте, расчетные условия, сведения о функциональном назначении в типе здания, объемные планировочные и компоновочные показатели здания, расчетные энергетические показатели здания, в том числе показатели энергоэффективности, теплотехнические показатели, сведения о сопоставляемых с нормируемыми показателями, рекомендации по повышению энергетической эффективности здания. Результаты измерения энергоэффективности и уровня тепловой защиты здания после годичного периода эксплуатации, класс энергетической эффективности здания,